Друзья, ассаламу алейкум. У нас тут праздник дары осени. Сегодня собрала 2 ведра. Вот сейчас еще одно ведро принесла. Вон там с края, видите, они мокрые, их видно. Ведро высыпала. Сейчас еще. Рассыпаем, сушим. Уже много продали. Это вот за 2 дня, что вчера, позавчера 2-3 ведра здесь, вот здесь. Там ведро и сейчас ведро. Сразу сушатся здесь, сразу же упаковываем и продаем. Что еще хотела показать? Дары осени, малина, видите, еще. Сейчас пошла нарвала. Ну, на одну банку 3-литровую будет на компот. Хорошая малинка. Еще сегодня у нас какое число? 28 октября. Друзья, вот видите, вот кому дело есть до дома. Вышла погулять и обрывает. Видела, что отец обрывал эти бумажки с новых окон. И видите, как работает. Помогает. Анжела вчера только подмела во дворе. О, всем привет! Что-то мыть пошла уже. Да. А мы с Анжелой в доме работаем. Сейчас пойдем на улицу убирать. Там под навесом. Друзья, все. Осень началась, хотя трава зеленая, уже палас все убрали отсюда. Но я так предполагаю, что на следующий год этой кухонной здесь не будет. Ну, смотря, посмотрим, как будет дело идти со стройкой. И вообще с обстановкой в мире, скажем так, да? Вот. Так-то мы все, в принципе, забрали отсюда, все, что надо. Все равно, когда осень, как-то уже некрасиво. Как я радовалась этой клеенке, плитку, когда красили, как было весело. А уже... Так, вот эти цветы, они срочно переезжают. Одна женщина, соседка, согласилась их взять. Я больше их не хочу. Ма, тогда это можно? Сейчас в город поеду. У меня заказали духи и дубайские, и вот эти Том Форд, про которые я Хан говорила. Гурел, да, царь? Каны? А какие духи заказали вообще? Ну, мне заказали Том Форд, эти, которые у меня были, Ага. которые тебе понравились, Да. вишневые. Да. И эти молочные духи Ага, дубайские. это важно, Таня, косметика Гамая, Джурия. Зачем сегодня ехать? Там вообще иди, за завтра поедем. Да, Айфон, просто сегодня, айфон Ечхолыч. просто сегодня такая классная погода. Поэтому... Друзья, у нас Анжела срочно решила. Ей информация пришла с космоса. Ей захотелось iPhone 13. Я уже говорю, раз брать, так уже 14. Ну, не хочу 14, я хочу 13. Ну, ты можешь объяснить причину, почему ты не хочешь 14? Ну, зачем зря деньги тратить, если я не гонюсь за 14, понимаешь? Я просто Не слышала, на- как не- я слышала, что больших изменений там нет, а в цене да. То есть, если 14 вышел, 13 уже как бы считается не такой. Это, да, но это типа бренд. Я знаю, тебе нравится, потому что из-за качества фото. Мне нравится вот этот цвет такой темно-зеленый. Нет, сам iPhone тебе... Я уверена, что у тебя нет того там, каких-то там понтов или чего-то. Тебе именно нравится, как фото снимает, да? Да, мне нравится, как там все устроено, iPhone. Ты можешь чуть громче говорить, Анжел? Ну, знаете, друзья, у нас сначала была такая затея, да, Анжел? Что типа мой оставляем тебе, а мне берем 14, да? Да, но я Ну, подумала... просто потому что там, говорят, камера еще лучше, типа. Я просто подсчитала, и это... Нет нам такого уж интереса брать. Пусть лучше твой... Скажем так, вообще-то я этот телефон взяла для съемки, для ютуба, я. Но даже сейчас я жалею о том, что я взяла iPhone, а не взяла камеру, примерно как у Виталика, Sony, маленькая. Потому что она снимает красиво. Он через компьютер загружать и ешь халет. Ой, загружать. Дирия Бесхан сейчас домой придет, он вообще полностью будет ютубом он заниматься. Ну да, ну вот, а компьютер, скоростной интернет. Да, ну, кстати, Анжела, у нас Висхан приходит с армии, он там сказал, чем будет заниматься, он всем этим владеет в совершенстве. Вдруг у кого-то там появятся хейтеры там, да, или, ну, просто блокировать каналы, все это, услуга. Я тоже буду, я тоже умею.
Друзья, блогеры, обращаюсь к блогерам, всем, у кого там, например, есть, как это правильно, Хейтеры. хейтеры, которые там заносят, ну, вашу информацию, вас там позорят и все такое, да, то Висхан у нас будет заниматься этим. Он, находясь там еще, ну, просто он там, когда находился, у него много работы было связано с компьютером, вот, и он вообще, как сказать правильно, подучился, да, еще лучше знает. Он теперь Шарит. шарит хорошо, скажем так. Поэтому, когда он придет с армии, но я тогда официально объявлю, конечно, то там вот это все удаление каналов полностью снесет любой канал без никаких там проблем. Если же в каналах есть что-то, хоть что-то связанное с вами, это обязательно даже нужно было, чтобы вы были блогером, допустим, вы блогер, и с вашей страницы взяли, без разницы, что бы это ни было, там, например, ваши фотографии, ваш голос, какой бы он ни был. Некоторые, бывает, стараются изменить голос, хейтеры, чтобы, ну, нет, голос восстанавливается, это мы уже могем, умеем, голос можно восстановить и, конечно же, канал уничтожить. Вот я знаю, у многих это проблема, на этом хорошо можно заработать, поэтому будут такие услуги у нас еще. Висхан будет работать в этой сфере. Ну, Все сейчас, будет, когда монетизацию включили. все будет там как Я положено. плачу. Ты плачешь? А ты не скажешь всем привет? Всем привет. Я вот туда налила. Да, вот эту ситуацию, можно сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да? Az iPhone sen просто я же буду заниматься. Да. Ну это мы объявим, да, друзья. У нас Анжела будет заниматься телеграммом полностью. У нас Анжела, она уже занялась, но пока это так, через моих подписчиков, через моих заказчиков, она уже отправляет духи там, косметику. Анжела будет на своем канале тоже, у нее там будет и готовка. Да, как Висхан придет, у нее она будет дальше заниматься своим каналом, у нее будет как и готовка, так у нее там тоже будет, да, Анжела, наверное, духи разные, косметика, да, что у тебя там будет? Да, духи и косметика. Духи, косметика, это то, что ей нравится, чем ей нравится заниматься, она сама очень любит. У нас, знаете, почему это все получилось так? Правда, не в корыстных целях это было сделано. Как-то мы собирали посылки, и Анжела взяла свои духи и побрызгала посылки. Вот. И говорит, чтобы людям было приятно получить. Я говорю, ничего себе, духи, которые стоят 7-8 тысяч, побрызгать. Но это правда было. Она говорит, мам, я чуть-чуть просто, чтобы люди получили, и приятный был запах такой хороший. И вы знаете, люди, этот запах дошел, я была уверена, что он не дойдет. Кстати, духи, сколько я их искала, их не продают везде. Да, она их нигде не могла найти. Как они называются? Ну, они дубайские, да, как они? Дубайские, да. Бакарат. Молочные. Молочные. Бакарат, это даже София знает бакарат. Бакарат это не Дубай, София. Это такой белый, да? Белый, да. Арабские белые, да. Молочные, И нашли мы их только в одном месте. Я сколько в Хасавюрте смотрела. По Грозному, девочки, это правда. Вот. И, ну, скажем название, сейчас просто забыли. Вот. И что я хотела сказать. Очень такой необычный. И люди получили, которые посылки, все стали интересоваться, все захотели эти духи. Ну, не все, это тем, кому запах пришел. Вот у меня это слово паразит, все. Хочу его очень сильно убрать, и все, прям все, весь мир. Некоторые, те, кто получили. Ну, в Вот. общем, кто захочет, скажи, мы со телеграм. Алло, телеграм, я? Да. Мне написали. Да, если Хочешь что, заказать? телеграм как тебе называется? М? Анжела? Не, мой личный контакт. Анжела, твоя кружка, которую Наташа подарила. Ну, в общем, девочки, у Анжелы, она будет развивать полностью страницу, там у нее тоже будет капитально все, косметика, разные духи там, я не знаю, сумочки женские, там много-много-много чего будет у нее. Она долго шла к этому, просто она хотела найти то, чтобы ей доставляло удовольствие, что ей нравится. А нравится ей это все такое, косметика, духи. Вот, потом она еще обещала будет готовить разные корейские, разные салаты, выпечки. Она много чем этим занимается. Я говорю, Анжела, почему это? Ну, я снимала и для канала все это. Что ты так забросила? Ну, просто оно так все получилось как-то. Глянься, страны. Нет. Пока Висхана нет, просто, да, загрузка у нас большая. У нас и дела у нас, и все. Посылки, и почта. И посылки, и почта, все, можно сказать, приходится Анжеле. Вот. Поэтому так. Ладно. Дальше. О, Софичка на каблуках. Ничего себе.
Ладно, пойдем. И также, да, в продаже орехи, друзья, они просушиваются. Все есть в наличии. Это здесь пока все мы послаживали в сумки, накрыли пледами. Тут бабушкины вещи шифонера. Это будут покупаться шифонеры. Потом все будем слаживать. Мы накрыли, чтобы ни коты, ничего не... Все в пакетах, все сложено. Ну, в общем, вот так. И, кстати, телевизор тоже продается, некуда его деть. Я предложила поставить кухню, он же говорит, ни в коем случае. У нас же тут хозяйка. Не все так просто. А эти листочки Софишка собрала вчера, Анжела. Покажи, она говорит, можно... Это персик, баксу. Мне очень понравились эти листочки, она собирала. Она говорит, мам, можно на дары осени понесу в садик? Ей очень понравились эти листочки. Друзья, у нас на улице были уборки. Привет! Так, не балуйся, пожалуйста. А теперь у нас здесь. Все, сейчас у нас же тут диван вот тут стоит. Сейчас, пока стоял. Это все, конечно, стало очень сильно раздражать. Сейчас все будет что куда. Ну, в общем, сейчас все это будет стоять здесь. И стол посередине. Ну, в общем, что-нибудь решим, да, Софиш? М? Всем привет? Привет! Ну, давай, всем привет. Всем привет, да? Скоро А папа... ты хоть стихотворение выучила или нет? Какой? Который в садик на 3 числа нужно будет рассказывать на праздник Дарьи. Ходит осень? Да. А ну-ка громко. Ходит осень в нашем парке, дарит он всем подарки, фартук розовый, осинки, бусы красные, травинки, зонтик, желтые тополя, фрукты осень дарят нам. Молодец. Только нужно проживать, потом как бы говорить желательно. Ну ладно. Всё, я уже пошла. Обидно, досадно, да ладно, да? Ходит осень в нашем парке, дарит... Нет, подожди, стоп. Ты становишься ровно, во-первых. Ты стоишь ровно. Тебя не должно там, я не знаю, крутить, я не знаю, как тебя выкручивать. танцевать. Нужно с выражениями рассказывать. Как там начинается? Дарит. Дарит осень. Нет, начало, как стихотворение начинается? Ходит осень. Не спешить нужно выразительно, красиво. Ну-ка, давай. Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарок. Фартук розовый, осинки, бусы красные, рябинки. Зонтик желтый, тополя, фрукты осень дарит нам. А, это сердечко, да? По-китайски это сердечко. Сердечко, да? Мамина умница. Золотая девочка. Давай, ну-ка, подели свой карандаш. Быстро. Где? Ну, тебе тут что, кинотеатр? Стулья поставила? А? Что тут? Как в кинотеатре, да? Так, сидитесь на поезд, я вас прокачу на театре. Да? Не мешало бы пойти расчесаться. Мой, Это ж танцы, включай. сядь. У нас сейчас были чеченские танцы. Бабушка приехала домой, включили музыку, и Софишка танцевала по-чеченски. Как танцевала? Покажи. Да-дари-дари-дара, 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 да-дари-дари-да, да-дари-дари-дара, да-дари-дари. Ну, даже красиво одеваться, прежде чем. Убери этот пакет с мусором, вниз положи на порог, Анжела уберет его. На порог? Угу. Туда вниз положи, Анжела сейчас отнесет мусор. Да, девочки, сегодня бабушка привезли. Сейчас надену Я говорю. моё платье. Давай, одевай, будешь тогда танцевать по-чеченски, да. Ты же должна быть выглядеть как солидно. А сегодня приезжал девочки Девер мой, его сын, жена, они привезли бабушку. Вот сегодня там на похороны приезжали. И я с ним договорилась, это тот, который у бабушки плитку ложил в комнате, да? Я с ним договорилась, все, за белую плитку. Он мне сказал, сделает капитально. Завтра придет женщина, будет обои клеить, потом нужно будет эту шторку подшить, другую сюда. В общем, здесь все будет белое. Он сказал, что красиво мне сделает плитку, посчитал квадраты. Но это он сказал, кис, я сейчас работаю, где-то давай через недельку. Ну хорошо, говорю, пока завтра поклеят обои, пока у нас там дела еще, мы должны поехать в Грозный, Анжеле там айфон нужно купить, и еще заказы у нее на духи. У нее, кстати, она уже принимает заказы, девочки, духи, косметика, все это она уже начала продавать. Поэтому мы завтра едем за заказами, а ну пока время туда-сюда пройдет, и
и так далее, и тому подобное. Да, Анжел? Ну, Сейчас Анжелика у нас варит супчик чечевичный, потому что мы с ней на диете, девочки. Мы жирного ничего не кушаем. Вот. Поэтому, кстати, для духовки, микроволновки, пока мы поставили временно сюда, я заказала такую тумбу, знаете, с 2 полками, специально продается. Вот такого цвета она, специально под этот цвет. Это будет там в углу мы поставим, в той стороне. И там, значит, что будет, Анжел? Ну, в общем, тумбочка, да? Представляете? А? где? Там в углу, где эта вышка стоит. Туда же мы ее поставим? Духовка для 3 фигур. Да, тумбочка. Ну, полка, да? Типа? Полочка, да. Она специально создана для чего? И чайник тебе, да, я. Я да, бахкар вместе с этим. Да, видишь, поняла. Да, Анжел. Она такая, я просто хотела сказать, что она такого цвета, как кухонная. Ну и Для духовки специально, да, микроволновки, да? 2 полки в ней, да. И там на верхнюю духовку, на нижнюю микроволновку, либо наоборот, ну как-то. Потому что на холодильнике у нас стоит духовка. Анжела часто сейчас печет, запекает все. Постоянно с холодильника нужно ставить стул, снимать. Ну и начнем с того, что не место ей там. И сюда ставить, вот здесь, чтобы запекать. Ну пока временно поставили туда, но вот сюда. И полочку эту занесли. Но это все будет убираться оттуда. Еще это все. Вот так вот. И салфетка шада. Анжела, салфетка шада, туда сложить ел. Тут. Я будешь потирать аккуратно. Да, я чебахас. Что тут уже супчик, да, готовится? Суп чечевичный. Картошку Анжела варит прям там. Внутри. Чечевица и картошка. Ну вот, дикю. Да, вообще. Какой набор? Который ты купила. И мыть легко, и не Кстати, я набор нам куплю вот этот. Наконец-то, Анжел. Лопаточки, которые сапожник без сапог. Какой цвет купить, Анжел? Фиолетовые, там они Мне голубые. кажется, под цвет этих ножей будет нормально. Белые? Бежевые. Бежевые. Мне бежевые не советовали девочки на базе. Говорят, они здесь быстро так вымазываются. Приобретают цвет, знаешь, Это такой. как под цвет Вот. панели, под цвет панели такой. Под цвет панели так не бывает, либо такой, знаешь, цвет. Может, Я не знаю. сама. Какой цвет? Зеленый, вот именно цахол. Цагол. Бирюзовый бывает, знаешь, как кастрюли. Был такой бирюзовый цвет? Мать, Такой. черный мы же видели. Ты хочешь черные? Да. Ну что, эти ножи белые, то черные, да, кастрюли зеленые вообще. Ну, кастрюли же не постоянно тут стоят. А то цыгане. Я хочу, чтобы они постоянно здесь стояли. Вот этот чайник, это тоже я все куплю под цвет. Картошка как разварилась, да? Такая хорошая коровая картошка. Вот она уже разварилась, видите? Хорошая, да, прям эта картошка вообще? Да, картошка отличная. Да. Чечевичный супчик у нас любят все. Вот эту штучку, девочки, вот эту штучку я бы продала за 600 рублей. Она вот с камушками. Она новая. Мне ее заказывали, но... Ловушечку за мою. Ловушка, да. Хайкарзи, тасла. Я Обязательно. уже скажу. Ловушку? Сейчас дай чуть-чуть. Сейчас нич. Девочки, я продаю ее за 600 рублей. Я за 1000 ее купила. Что это? Но если честно, надо ж поток одеть. Что, чеченка без подка? Такое я вижу впервые. Платок не нашла. Да, ей положила на стол, поставила прям самое место ей там. Арбахай. Ну, это как тебе крутым и пряником. Постоянно хвальбы эти, я не люблю. Дац. Софиш, нужно ж платочек одеть. Я не нашла платок, но все равно так красивее. Ну, а ну-ка, покажи сзади волосы, покажи. Ой, какая И красивая. сама расстегнула уже. Только эта половинка мне мешает. Ну, сейчас поправим. Не, платочек нужно одеть, ну как это? Ногчи. Это в кастрюле у нас просто, девочки, осталось немного борща с капустой. Его уже никто не будет есть. Я сказала Анжеле вынести его. Там, котикам, собачкам. Каким собачкам? Соседским. Соседи скот держат, у них собаки тоже есть. Что ты, Анжел? Можно им отдать. А я возьму. Кто любит платок? Короче, я эту вещь продаю. Хорошая для полотенец, для всего этого. Но
женщина, которая заказывала, она потом выбрала другую, стеклянную. Эта деревянная тоже очень хорошая, она с позолотой. Поэтому за 600 рублей, кто желает, пожалуйста. No problem, как говорится. Снимай, я танцую. Где? Не, ну, может, идем в ту комнату танцевать? Пускай Анжела здесь готовит, убирает. Анжела сейчас генеральная уборка, ты видишь? Пока стол так поставили, у нее тут все она тут вымывает, вычищает. Вот тоже была хлебница. Хорошая хлебница. Стекло из нее. Почему я себе ее оставила? По дороге, когда везли товар, стекло треснуло. Ну, пришлось оставить себе крышка, да, скажем так. Ну, мы там и пользовались с ней. Потом я купила себе новую хлебницу. И вот сейчас она просто это есть. Ну, можешь там сюда фрукты положить такое, да. Ну, когда... в принципе, сюда можно и фрукты ложить. Ну, как бы мы не... Убери ее же, мы с ней не пользуемся. Пока что она не нужна. Лишний хлам. Фу, Кир. М. Хватит в рот палец сложить. Да, это я не могу, это что-то убрать, зацепилось тут у меня. У тебя что, веревка? Может, два людей из веревки падают? У него стол выкрывает ноги. Девочки, у нас не, как сказать, мы ничего не планировали, просто у нас внезапно началась лезгинка. Внезапно. У нас тут это все чисто, не думайте, что у нас беспорядок. У нас, я с веревки занесла вещи и развесила сушить, пока все влажно, тут на гладильную доску везде. А тут у нас человек захотел танцевать и попросила включить чеченскую песню. Давай, пошли, Софишка. Плавно идем, как лебедь. Как лебедь плывет плавно. Ручки, пальчики, как делаем? И пошла медленно, как лебедь плывет. Давай. Перевод такой: красивая девочка, ты чья? Спрашивает он. Дальше танцуем. Я просто хочу немножко людям подсказать. Перевод такой: начинается слова хазайо хохейною. Красивая девочка, ты чья и откуда ты? Хаюрт хочер усов. В твое село я приеду. Ну, поет про любовь, что понравилась девочка, где-то, может быть, на свадьбе или где. Можете приезжать сюда, когда я выгрузку из замуж. Давай, пошли, танцуем дальше, давай. И к речке позову тебя. Ну, свидание у парня и девушки бывает около речки. А пальчики, как пальчики?
В общем, друзья, тут еще идет уборка. Софишка у нас буковки пишет сегодня. Завтра в садик, да? Да. Так ты что, тут писала что-нибудь уже? Вот это ты сегодня писала? Ну правильно, хорошо. Он же, ты видишь, как она хорошо написала буковки? Очень хорошо. Сегодня, которые задания давали, посмотри. Слушай, да, СБА. Я когда в школе даже училась, не могла так ровно писать. Она очень хорошо, да. Я вот так все выравнивала длинные половинки. Если мне обещала это проправить. Умница. Софишка молодец. Молодец. Только она у нас левша, как и все мои дети. Все трое у нас левши. Почему это значит левша? Ну, пишите левой рукой. Это значит. В общем, у Анжелы тут генеральная уборка. Она все тут печку вымывает. Все. Блин, я другой рукой вот так шевелю. Придется я чай бить. Софиш, подними свой фломастер. Ляг. Фломастер на полу подними. Ей арбах надо, борщ. Мусорный пакет, ты же выносила, куда ты его дела? Это вина, это орел, человек орел куда у нас. Да, да. Мам, а два надену ботики, туфли, а ты будешь наденься сама, а я буду на улице. Красиво, что вид? Танцевать? Ну да, на Так, улице. на сегодня танцев достаточно. Ты хочешь, Софишке нравятся чеченские танцы, песни, да, Софиш? Нет, пошли. Как вот мне, знаете, вот тут введено все равно, ну, кроме в клуб, а так вот, знаете, если бы жили в Грозном, на разные кружки, ей интересно, она вот ей танцевать, красиво бы научили ее. И со временем бы и голос там, ходила бы там на вокал, там, да, вот на что-то. Я хотела бы, чтобы она учила английский язык хорошо, например, чтобы она знала. Главное знать английский и чеченский. Русским ты и так владеешь, больше, чем достаточно. Я больше ногти знаю. Ногти? А ногти мотхае? Ха! Бейцота? Хоббит. Ногти мота. Доброе утро, Мухердо. Уре. А добрый день. Где? А добрый вечер. Си. А доброй ночи. Бюз. Бюз дикхил. Доброе утро, Юрия Дикхил. Добрый день, Дедикхил. Добрый вечер, Юрия Дикхил. Доброй ночи, А Бюз сейчас Дикхил. это легкое. А до свидания. До свидания. Адик. Адикхайс. Адиквел. Адикхайс. Адиквел. А сейчас? Ногти мод бит без. Ногти чё? Вы шам сей хабарит. И нахуй цуманш. Ногти мод мабит ба. В комментариях. Кешниш, когда ты говоришь, молодец. Когда проезжаем мимо... Что? Да ты какой? Когда проезжаем мимо кладбища, нужно что говорить? Анжела, включай воду, включай, да. Пусть шипит. А я хочу... Ой, то есть... Конечно. И как иначе? Как не сарказм? Когда я снимаю, включилась вода, шумит на всю. Это как бы странно. Как там долги что? Когда... Да что? Да какой? Далде албойл. Да ты какой? Кислова, сейчас это легкое, что у всех знают. Когда даешь, когда спать ложишься, голубь. Бисмиллах, рахман, рахим, субханаллах, хамдулилlah, ла илаха илля, аллах. А когда стоишь, нужно говорить Не, ну забордет, не перебивай. Когда самять, уверен, гола. Когда утром просыпаешься, утром что говоришь? Доброе утро. Ну это по-русски, а по-чеченски. Альхамдулилlah, молодец. Альхамдулилlah, А бисмиллахи когда мы рахмани закончим рахим. кушать, надо тоже альхамдулилlah. А когда мы уже начинаем идти, говорить бисмилlah. Бисмилlah, молодец. А сейчас что-то легкое. Ня, коу. Ага. Как будет? Дверь закрой. Коу, ой, то есть... Ня, Ня, да койла. на, доча.
Это же ворота закрой, ворота, не двери. Ты перепутала с воротами, да? Ты будешь переводить по-русски. Давай я буду говорить по-чеченски, а ты будешь говорить, что это, чтобы люди понимали, что ты... Допустим, если я тебе скажу, Елоса Фишулгат, да? Что это по-русски? По-русски иди принеси полотенце. Да, говорит, да. Ага. Елоса Фишк, ара, тёрмек хабал? Термек? Ага. Архуюс термек. Сумк. Елоса Фишк, ара, тёрмек хабал? То есть По-русски. сейчас пойду возьму сумку на улицу. Из улицы принеси сумку, Из да. улицы. Елоса Фишк, ну хабал? Ну, иди, Софи, то есть веник хая. Хаба, ага. Ну, Хаба. Например, что еще можно сказать? Елоса Фишк, тюканвал? Бепик ец. Ело, Софи. По-русски. Перевод какой-то. Елоса Фишк, тюканвал? Бепик дал ванчибук. Софиш, ело, то Тюкан. есть пойди купи бепик, А по-русски что это? хлеб. Сколько? Сколько? Щи. 2, да? Ой, Тюкан моя лира, тюкан, это что? магазин. Ну, ты же переводи, скажи, я тебе говорю, Ело, Софишка, тюкан, был бепик, да? Ты должна сказать, иди, Софишка, сходи в магазин, принеси 2 булки хлеба. Ты же должна людям переводить. То есть я хочу людям показать, что ты понимаешь все буквально, но ты просто мало еще говоришь, но понимаешь ты все. Ну давай, Потому сейчас что многие, я почему это хочу сказать, многие делают замечания, что она говорит, почему Софишка на русском? Ну мы говорим на чеченском. Нет, можно платок взять, она Быть. да вот здесь давит. Я хочу что сказать, что нохчемот она понимает хорошо и говорит, ну мало. За счет того, что мультики смотрит, и из-за этого больше по-русски. А так она прекрасно владеет чеченским языком. И говорит, все она понимает, все. Отец ее говорит с ней только по-чеченски, бабушка только по-чеченски, Анжела иногда по-русски, но в основном по-чеченски, да? Висхан вообще не говорит никогда по-русски с ней. Принципиально нохчемот быть Висхан всегда с ней. Я вот несколько раз замечала. Даже я спросила Висхан, я сейчас была Висхан, вот там в армии, когда находясь, ну, может, утром на построении, здороваетесь или как-то вообще, говорите по-русски, габа, только нохчемот быть вам, вообще по-русски ни слова. Нет, я не говорю, что это плохо. Конечно, плохо. Но нужно... Хаски это Россия, а Нокча это... Как это плохо, мам? Мы живем в Чеченской республике. Я не говорю, что это плохо. Я говорю то, что... Нет. У нас же есть свой язык. Нет, просто знаешь, Анжела, многие люди этого не понимают. Там одна женщина объяснила, она сказала, ну а что? Скажи. Ляг, Софиш, айва, вот одна женщина просто, она неплохой комментарий написала. Она написала, киса, пускай лучше учат русский язык, потому что, пример привела, со мной жили 2 чеченки, 2 сестры там где-то в Астрахани где-то, они учились на мед. Одна хорошо знала, она училась хорошо, а другая сестренка знала похуже, ей было тяжело, та старшая ее тянула больше. И там женщина комментарий написала, это не повод, типа, ну, не все, например, я свою дочек никогда никуда не пущу учиться за пределы, ни в какой Астрахань, ни в какой Ростов, только в Чечне и так, чтобы они приходили утром и в обед, даже на квартире в Грозном бы они у меня не стояли. Моя дочка должна находиться, спать, проходить каждую ночь со мной у нее, чтобы я знала каждое ее телодвижение. И за это отвечаю я. Это раз. Во-вторых... Потому что ты главная мама наша. Во-вторых, да, обязательно на первом месте чеченский язык, потому что это сейчас, в последнее время, как-то стали жен пускать на работу, и то не все с этим согласны, не все, очень многие против, да. Здесь выходить замуж им, здесь жить в чеченской семье, и наоборот, у нее могут быть проблемы в быту и в жизни больше, если она не будет знать свой язык. А некоторые есть такие семьи, которые вообще сильно на это внимание обращают. Даже вот, ну, зачем далеко идти? Например, наша семья, когда приезжают мои деверы, заловки, они очень делают большое замечание, если София говорит по-русски. Они хотят, чтобы она говорила по-чеченски. Поэтому это не должно быть кого-то цеплять, да, или нет такого там
вообще не говорит на русском. Нужно говорить на русском. Там, где нужно, нужно говорить, да? Не то, что там, не буду принципиально говорить по-русски. Нет. Но в чеченской семье нужно говорить всем по-чеченски. По-чеченски. Да. Я об этом сделаю выпуск, но я сейчас вначале скажу. Когда я говорю, ты молчишь. Когда я, будучи в 16 лет, выходила сюда замуж, мой свекор, еще раз повторяю, Далге Штойцун, это был очень здравомыслящий человек, очень воспитанный, он был очень умный. Он говорил, значит так, киса, я еще нахожусь в свадебном платье, меня подвели к свекру, я стою, он меня поздравил, он говорит, приветствую, теперь ты наша невестка. Просто его в день свадьбы дома не было, он приехал под вечер, он с работы приехал, он сразу его посадили за стол, и меня подвели к нему. Первый раз я с ним так бы разговаривала по чеченским обычаям. Он сказал, у нас будет 3 требования. Если ты хочешь с нами жить, я сразу говорю, чтобы не было там каких-то фантазий там, или что мы тебя обманули. У меня будет 3 условия, которым непосредственно придется подчиняться. Непосредственно это, в первую очередь, это молитва, совершать молитву обязательно. Молитва. А второе, говорить на чеченском языке. И соблюдать все наши обычаи, законы. Это 3 условия. Это молиться. Нохчимот, чеченский язык, обязательно чеченский язык. У нас с тобой будут ссоры, если ты не будешь говорить по-чеченски. Ты будешь с нами жить, учиться чеченский язык. И наши обычаи, традиции, законы. Если ты там утром не встала, или где-то там у тебя осталось что-то грязно, либо там ты невкусно приготовили, это все нет, это все поправимо, это всему это можно научиться, ты еще молодая. Он еще привел мне пример, чтобы, хотел так немножко тему смягчить, чтобы я не подумала, ой-ой-ой, сколько на мою голову. Он говорит, твоя свекровь до сих пор ничего не знает. В смысле, женщина становится по жизни женщиной. Вот, он пошутил просто так, чтобы мне как-то то есть, что женщина бывает даже в 60 лет не знает много чего, того, чего знает 20-летняя женщина, да, то есть это все в быту, ты этому всему научишься, за это никто тебя не будет ругать, оскорблять, это ты еще молодая, но вот это вот сразу у меня, это как приказ. Ты согласна? Я, до этого это обсуждалось, конечно, я согласна, тем более у меня было желание большое, я его стала учить еще до того, как я вышла замуж. И даже до того, как я встретилась с этим парнем, и соседи были чеченцы, я рассказывала, я влюбилась вообще во все чеченское, как они живут, их быт, как они красиво делают дела, вот во все это, их отношения, вот это вот, да, вот это все мне очень-очень сильно понравилось, да. Вот. Софишка у нас, я говорю, Софишке у нас сейчас 6 лет, до 7 лет ребенок вообще считается ангелом. До 7 лет я ей много чего прощаю, на многое что закрываю глаза, так же, как и Анжелика. София, это у нас Анжела в детстве. Не отнять, не прибавить, 1 в 1. После 7 лет, когда София уже будет 7 лет, она пойдет в школу, вот это вот балование все, это все будет потихоньку убираться. Да. За непослушание София будет отвечать так, как положено, как отвечала Анжела. Мы были на Анжелу похожи. Мы двое были похожи, как будто мы Да, просто она сейчас маленькая, долгожданная. Мы много чего позволяем. У ребенка еще идет детство. Как только Софии будет 7-8 лет, за непослушание София будет очень хорошо отвечать за это. И когда я вырасту, я уже буду убирать, стелить. Посуду мыть, пол мыть, подметать. Уроки учить, Да. ходить в школу. На работу устраивать. А нужны деньги? Да, деньги нужны, да. Ну, В общем, вот так вот. Когда мне будет уже 18. Я ничего не говорю, просто там раньше как-то говорили, Софишка у вас избалована. Нет, у нас все дети были до 7-8 лет избалованные. Дети должны увидеть детство, да, доброту, а потом уже строить фундамент. Пока строим фундамент, потом уже на фундаменте будем строить дом. У кисы, как говорится, тут за этим не заржавеет. Все будут заниматься своими делами и вести себя так, как положено. Да? Обо всем этом у меня будет выпуск очень интересный скоро. Потому что многие интересно именно обычаи. Что входит в это? Вот Киса так часто говорит, а что входит именно в обычаи это? Что именно, да, во все это? Ну что, суп уже сварила, да? Софичек, а ты будешь супчик? Если будешь, пускай Анжела тебе нальет супчик. А чем?
Анжела, кухонные двери, это все мыло с обратной стороны, нет еще? Еще нет. Сейчас помою. Да, завтра мы едем покупать Анжелике iPhone. Я тоже хочу с вами. Завтра в садик, скоро праздник. Ну, давай разница. А, хорошо. Нет, давай лучше послезавтра, завтра погода. А, давай, когда папа приедет, поедем Я вместе. все видела, не прикалывай. Ну, она видела, что София мне, что Анжела мне моргнула. Анжела говорит, мам, лучше бы ты не говорила при ней. Ну. Кстати, Анжела, я хочу сегодня пирог, шарлотку. Да. В общем, iPhone. Мы хотим купить Анжеле iPhone. Надо обои купить. Дело в том, что у нее есть сейчас iPhone, но он у нее 11. Вот. В принципе, Анжела, в принципе, Висхан вообще, мне разницы нет, мне пойдет и 11. Может быть, не этот не продавать iPhone старый, оставить ему этот 11, он придет с армией, а тебе купить 13. Зачем продавать твой 11? Висхан говорит, мне этого не надо, там, мне пойдет и такой. Почему мы об этом не подумали? Что он сейчас придет домой, все равно у него просто пока старые телефоны такие, потому что им как бы не позволяют, да, у него просто фонарик такой, телефон, что у него там. А вот когда он придет, ему нужен уже будет телефон хороший, не Samsung уже, а хороший. Вы что, я извини, Анжел? Да, я люблю снова нет. Ну, в общем, Анжела покупает себе iPhone для работы. У нее тоже будут сейчас съемки, товар у нее будет свой канал она будет продолжать вести. Там готовка будет у нее разная. Ей нравится вообще все корейское. Корейские салаты, корейские фильмы. Да, Анжела, хотя я их терпеть не могу, но тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Я не люблю эти фильмы, никогда не смотрела, но салаты, да. Анжела, вот ты вот вчера показывала салатик, который на мясо, да? Тонко режется мясо, оно жарится, да? А что туда еще добавлять нужно, я забыла? Соевый соус, кинза. Такое. Да, прям как салат, да, это получается? Это Как белочный говоря. Кунжут. кунжут. Что такое добавили? Но вот именно в Хасавюрте есть такие магазины, где продается все корейское, вот это вот, для суши, для всего вот этого. Вот там можно это посмотреть, чтобы ты приехала, закупила, раз посмотрела, там на этой неделе у тебя будет 2-3 салата каких-то, раз купила то, что для них нужно, и все как бы. Я завтра что-то узнала. Ладно, я пойду пока поставлю видео, монтировать. Ну что, двери можно закрывать, уже здесь холодно. Поставь чайку, выпьем. Я не хочу спать. Я уже с вами. Что, с нами поедем? Я хочу посмотреть. Супчик на готов. твой iPhone. Давай тогда послезавтра поедем вместе. Вы завтра поедете. Я куплю под цвет чайники тоже, зеленые все. Монтоварка, все будет под цвет. Мы же поедем послезавтра. Да, Кис? Угу. Ладно, я буду монтировать видео, Анжел.